Становление самбо пришлось на 30-е годы прошлого столетия. Зарождался отечественный вид борьбы как специальная военная и физическая дисциплина для подготовки офицеров НКВД и военнослужащих внутренних войск. Применение на практике основ самбо обеспечивает безопасность для всех участников правопорядка. В 7-й школе функционируют профильные кадетские классы, в которых готовятся будущие кадры для структур Министерства внутренних дел. Именно в стенах этого учебного заведения прошли открытые уроки с историческими справками о развитии вида единоборств и показательные выступления самбистов. Так как мы вошли во всероссийскую программу «Самбо в школу», каждый третий урок у нас в кадетских классах и спортивном 4 классе, которые детки сейчас демонстрировали приемы самбо, каждый третий урок проводится именно в этом виде спорта. В самбо разделяют 3 вида приемов. Первая группа включает в себя приемы спортивных дисциплин. Это все виды ударов руками, ногами, локтями и даже удушающие обхваты. Вторая же собрала в себе элементы полицейского направления по обезоруживанию и задержанию противника. Третья группа приемов используется служащими в армии в условиях военного положения для полного обезвреживания и уничтожения противника, не применяя оружие. Ученики кадетских классов проходят занятия по системе Кадочникова. Она отличается от всех существующих программ обучения боевым искусствам и единоборствам, позволяет обучить физически неподготовленного человека постоять за себя в случае нападения, а также внести некоторую воспитательную дисциплину в развитие детей и подростков. Нашим участникам нужно заниматься самбо и рукопашным боем, потому что они будущие сотрудники правоохранительных органов, а возможно и военнослужащие. Поэтому данная дисциплина им просто необходима. Более 3 лет самбо включено в программу ГТО. Для этого с детьми на тренировках отрабатывается ряд безопасных манипуляций, которые обеспечивают ученику надежную базу и физическом развитии, применимую в любом другом виде спорта. Екатерина Марочкина, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.